Детская вакцинация. Какие прививки делают детям и зачем? Алина, несмотря на свои всего 5 лет, проявляет удивительную смелость и уверенность, когда дело касается прививок. С раннего возраста ее родители регулярно водят ее в поликлинику не только для медицинских осмотров, но и для вакцинации по установленному календарю. Они объясняют ей важность прививок, рассказывая, как они помогают защитить здоровье и предотвратить болезни. Я тоже хочу, чтобы другие детки делали прививки, чтобы не заболеть вообще во всех помещениях. Таймии всего 6 месяцев, и ее мама, будучи врачом, прекрасно осознает важность вакцинации. Она видит последствия болезней, которые могут возникать у детей, не получивших прививки, и понимает, что вакцинация – это не просто формальность, а необходимая мера для защиты здоровья. Мама Таймии тщательно следит за календарем прививок и всегда объясняет, почему каждая из них важна. Есть такие грозные заболевания, которые можно предупредить вакцинированием, поэтому очень важно вовремя прививать детей. Мы сегодня пришли на вторую плановую прививку пентаксимом. Так, будем прививаться сегодня, потому что у многих заболеваний очень есть много грозных осложнений. И в предупреждение, в профилактику этого всего, конечно, очень важно прививаться вовремя. Перед проведением прививки ребенку обязательно проверяют рост и вес, а также собирают анамнез, чтобы оценить общее состояние здоровья. Врач интересуется наличием аллергий, хронических заболеваний и перенесенных инфекций. Только после тщательной оценки всех этих факторов ребенка направляют в прививочный кабинет. Это позволяет минимизировать риски и обеспечить безопасность вакцинации. Кроме того, важно информировать родителей о возможных реакциях на прививку и о том, как ухаживать за ребенком после процедуры. Все еще сомневаетесь, надо ли делать своему ребенку прививку? Так вот, среди заболеваний, которые прежде поражают организм малышей, на первом месте стоят простуды и грипп. Второе место занимают детские инфекции, а третье – лор-болезни – эхиты, риниты, синуситы. Чаще всего болеют дети в первые 3 года жизни. В больших городах частным простудным заболеваниям подвержен каждый 4-й ребенок. Перед проведением любой вакцинации врач обязательно осматривает ребенка, оценивает состояние здоровья, и только при отсутствии противопоказаний разрешается делать вакцину. Разработан обязательно национальный календарь, потому что он составлен научными исследователями. Там дается оценка иммунной системы по эпид-обстановке. Детские прививки – это не просто медицинская процедура, а настоящая защита, которая окутывает наших чад невидимым щитом. Они служат надежным барьером против опасных инфекционных заболеваний, которые могут угрожать здоровью и жизни детей. Каждый год охват вакцинации все меньше и меньше, и распространенность заболеваний все больше. В том числе очень много осложнений, также аутоиммунных осложнений, особенно ювенильный ревматоидный артрит, то есть это заболевание суставов, которое может прогрессировать, приводить к инвалидизации за счет того, что ограничивается движение в суставах, и из-за этого передвигаться бывает сложно ребенку. Важность вакцинации простирается далеко за пределы индивидуальной защиты. Она формирует коллективный иммунитет, создавая атмосферу безопасности для всех. Когда достаточное количество людей привито, общество становится словно крепость, защищенная от нашествия болезней. Это позволяет даже самым уязвимым слоям общества, таким как новорожденные или люди с ослабленным иммунитетом, находиться в относительной безопасности. Во-первых, если большинство людей не будут прививаться, это беда населения, потому что любое инфекционное заболевание, оно распространяется. Есть заболевания, которые передаются по воздушно-капельным путем. Если не прививаться, это, конечно, приводит и к последствиям, и к заболеваниям, и иммунная система тоже, конечно, будет страдать от этого. Если заболеть такими инфекциями, как корь, последствия, то есть очень тяжело могут быть. Все зависит от иммунной системы. Может быть послекоревая пневмония, очень часто сейчас наблюдается у нас. Может быть послекоревой отит также развиться. Также и от других заболеваний.
Если не прививать ребенка, например, от кори, если заболеть этим инфекционным заболеванием, да, ребенок он может перенести вот такое заболевание, но последствия, конечно, будут. Это может послекоревая пневмония, это может быть отит, даже бывает на фоне кори протекаются и другие системные заболевания. Если вот, например, не прививать особенно мальчиков от эпидемического паротита, да, любой ребенок может переболеть. Последствия у мальчика может быть бесплодие. Вот. От краснухи, то есть это такое заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, то есть в основном все его переносят легко, но очень часто развиваются отиты после него, конъюнктивиты развиваются после краснухи. Если даже мать не будет прививаться сама во время беременности, в первом триместре, это грозит очень серьезным заболеванием. То есть тот орган, который идет на стадии формирования, того и поражает, например, вирус краснухи. Даже если родить ребенка во время беременности в третьем триместре, если мать заболеет, ребенок может родиться и может быть носителем этого вируса краснухи до 2 лет. Взрослые, которые в детстве получили все необходимые прививки, обладают большой устойчивостью к различным инфекциям. Детские болезни могут привести к дефициту иммунитета, что в свою очередь может вызвать различные проблемы со здоровьем в будущем. Нужно сказать, что вакцинация – это единственный способ защиты от инфекционных заболеваний. От тех заболеваний, которые могут привести к тяжелым последствиям, к инвалидизации, а также к летальному исходу. Грипп – это очень тяжелое, острое воспалительное заболевание респираторное, которое протекает с очень высокой температурой. Одним из осложнений гриппа является менингит, пневмония, те, которые могут привести к тяжелым последствиям. Уже разработано учеными, докторами, профессорами определенный национальный календарь, по которому необходимо прививаться по графику для того, чтобы выработался иммунитет к определенным инфекциям. Вакцинироваться должны все. Исключением являются те дети и взрослые, у которых имеются абсолютные противопоказания к вакцинации. Это очень небольшой такой процент людей. Противопоказания вакцинации есть относительные и абсолютные. Абсолютные противопоказания к вакцинации – это аллергические реакции на компоненты вакцины, это онкологические заболевания в остром процессе, когда получают химиотерапию, это острые воспалительные заболевания, обострение хронических заболеваний. Каждый год циркулирует новый штамм. И вакцинация на текущий штамм рекомендовано проводиться до начала подъема заболеваемости. Самолечением вообще априори заниматься никогда нельзя ни ребенку, ни взрослому. Нужно обращаться к профессионалам. Очень часто замечаю такую тенденцию употребления антибиотиков при вирусных заболеваниях. Они абсолютно не помогают, это во-первых, и наоборот могут привести к осложнениям. Здоровье матери и ребенка неразрывно связано с вакцинацией. Мама защищает малыша антителами, например, от того же гриппа, а своевременные прививки ребенку формируют его иммунитет, предотвращая опасные болезни. Респираторных вирусных инфекций у нас достаточно много. Их известно на настоящий момент более 200. В частности, грипп, чем он отличается от наших знаменитых ОРВИ? Тем, что протекает намного тяжелее в плане интоксикационного и астенического синдрома. Что такое явление интоксикации и астения? Это ломота в теле, это сильная головная боль, это высокая температура. Например, при ОРВИ температура может быть в пределах фебрильных цифр, это 38,5, ну там до 39. Все, что касается гриппа, это 39,5, это 40. При этом очень сильные головные боли, как я сказала, боли в глазах. Дети жалуются на то, что они не могут нормально открывать глаза, что им больно поворачивать глаза, больно смотреть. Вот. То есть явление интоксикации в данной ситуации выступает на первый план, а катаральные проявления выступают уже на второй план. Тогда как при ОРВИ, наоборот, в большей степени все-таки катаральные проявления. В межсезонье организм перестраивается, любой организм, от тепла к холоду, от холода к теплу. И, естественно, иммунный ответ в этой ситуации ослабевает.
Поэтому чаще заболеваемость именно имеет вот такой сезонный характер. Профилактика гриппа – это в первую очередь вакцинация. А детей уже, в принципе, с 6-месячного возраста можно прививать. Для этого у нас достаточный спектр вакцин имеется. Вот. И, как я и сказала, с 6 месяцев дети до 6 месяцев получают иммунитет от мамы посредством грудного вскармливания. Вот, поэтому все, что касается детей от полугода, туда мы уже их можем прививать. Иммунитет у них появляется после сделанной прививки через 14 дней и сохраняется в течение 9-12 месяцев. Не сделать прививку, ну да, он перенесет. А как он перенесет? Мы это знаем. Он может перенести в легкой степени, он может перенести в тяжелой степени или средней степени тяжести. Дай Бог, чтобы прошло в легкой степени. Да? Но как маленькие дети, как правило, дети до 2 лет, там настолько серьезные осложнения идут с присоединением бактериальных инфекций. Это в частности пневмонии, бронхиты, синуситы, энцефалиты, энцефаломенингиты, с поражением центральной нервной системы, с поражением заболеваний, проблем сердечно-сосудистой системы, то есть миокардиты, эндокардиты. Это достаточно серьезные заболевания с угрожающей жизни и ведущие к инвалидизации. Так стоит ли сидеть и думать, ну, авось повезет, да? Авось пронесет. Наверное, все-таки стоит подумать об этом и профилактировать своего ребенка. Таким образом, прививки – это не просто медицинская необходимость, а важный шаг к созданию гармоничного и здорового общества. Они защищают, закладывая прочный фундамент для успешного и безопасного будущего. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!